Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В студии работает Александр Лысак. Сегодня исполняется 65 лет российскому политику, члену Совета Федерации Вячеславу Анатольевичу Штырову. О его роли и деятельности в качестве президента Алроса, депутата Илтумен, вице-президента, а затем президента республики мы говорим сегодня с ректором Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Евгенией Михайловой. Евгения Исаевна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Добрый день. Вы, как и Вячеслав Штыров, в свое время работали вице-президентом республики, и как никто другой знаете, что такое быть вторым лицом такого крупного региона, как Якутия. На эту должность вас выдвинул также Вячеслав Штыров. Сейчас института вице-президентства нет. Насколько, на ваш взгляд, было правильным решение о его упразднении? Упразднение вице-президента. Но я думаю, что каждой эпохе соответствует свое управление, да, во-первых. Ну, потом думаю, что, упразднили, так после драки все кулаками махать, да, как говорится. А вообще, я думаю, что должность вице-президента – это как раз вот, не то что помощник, а вот вы сказали второе лицо, но я себя никогда не чувствовала вторым лицом. У меня были свои определенные полномочия, и когда Вячеслав Анатольевич куда-то выезжал в командировку или в отпуск, мне доверялось, скажем, очень много вопросов. Единственная просьба была у Вячеслава Анатольевича не распускать правительство и Илтумен, с чем я, конечно же, вполне была согласна. А так, я думаю, что сейчас, возможно, Егор Афанасьевич Борисов, глава республики, который, скажем, когда его нет, исполнение обязанностей доверяется писать правительство, я думаю, что это тоже явление вполне нормальное и вполне может жить. А так, я помню, что и по Конституции Республики Саха-Якутия, и по всем тем нормативным документам, которые касались должности вице-президента, там было очень много вопросов, которые касались, конечно же, защиты законных прав людей, проживающих здесь, в Якутии. И не было, скажем, такого дня, когда население на русском языке, на якутском, на авенкийском языках не обращались там с каким-нибудь вопросом. И я считала делом чести, конечно же, пусть это будут какие-то маленькие вопросы, да, возможно, проблемы одного человека, но мы старались решать эти проблемы. Но сегодня я не знаю, каким образом этот механизм работает, но вот в этом плане дойти до проблем каждого человека, я думаю, должность как раз этому способствовала. Какие качества руководителя, политика вам импонируют в Вячеславе Штырове? Конечно же, я думаю, что самая главная черта или, скажем, качество его характера – это очень высочайший уровень ответственности. Если опять-таки начать рассуждать, вы в курсе знаете, что я педагог, да? И я вот думаю, что ответственность – это самое что ни на есть один из таких серьезных черт характера именно мужского достоинства, да? И жаль, что не все сегодня мужчины могут похвалиться таким качеством. Ответственность – это самое главное. И второе, очень ярко выраженная черта тоже характера – это справедливость. Даже такое вот обостренное чувство. И справедливость, и ответственность, но при этом, конечно же, умение видеть, умение, предугадывать, стратегическое мышление, системное мышление. Очень много вот таких черт. Вообще характер очень богатый, и мне приятно, конечно же, было и очень интересно. Я думаю, что не только мне, но и всем, кто соприкасался во многих вот таких вопросах, которые касались развития нашей республики, да и различных таких вот федеральных законов, например, убежденность, твердость и отстаивание. То есть вот таких черт характера очень много у Вячеслава Анатольевича. Северо-Восточный федеральный университет создавался при непосредственном участии Вячеслава Штырова. Что было самым трудным в становлении университета как федерального высшего учебного заведения? Желание что-то позитивное поменять, конечно же, был самым таким проблемным вопросом. Это изменение мировоззрения, это изменение отношения к своей работе, отношениях между преподавателями и студентами.
вот до чего доходили. Например, та же бухгалтерия университета, она считала преподавателей университета клиентами, например, да? А в свою очередь преподаватели относились к студентам так, что как будто они главнее, они сам студент, например. Ну, то есть я сегодня хочу сказать, что вот такие основные моменты, они, конечно же, уже изменились, так скажем, в лучшую сторону. И, естественно, это все влияет на те показатели, которые характеризуют современный университет. И вот этот переход, вот, ну, я не побоюсь, конечно, такое слово, переход от инертного, такого традиционного вуза к современному, отвечающему многим таким серьезным показателям, требованиям, которые существуют уже не просто в стране, в Отечестве, но и мирового уровня. Вячеслав Анатольевич Штыров в качестве президента совершенно правильно, дальновидно поставил вопрос. Ну, я 4 года писала письма разные, везде ходила. Где-то мне говорили: извините, вы вообще, этот ваш университет, кто он такой, какие у них есть показатели. Вот там, вот, даже мне вот так вот показывали, говорят: вот ваш университет вот в перечне всех наших университетов где-то там внизу. Какие могут быть у вас в этом плане, ну, желания, хотения и так далее. Ну и слава богу, сегодня, благодаря, конечно же, коллективу, преподавательскому составу, мы входим уже вполне прочно в 30-ку лучших университетов Российской Федерации. И среди федеральных университетов у нас уже который год мы получаем 5-е место. А вот и совсем недавно вышли рейтинги, например, уровень преподавания, уровень научных исследований, скажем, в области, например, математики, математических исследований, университет уже входит в 20-ку лучших университетов нашей страны. Но сейчас Северо-Восточный федеральный университет, как и другие учебные заведения, делает упор на востребованные технические специальности. В свое время эту инициативу он начал и сейчас активно продвигает Вячеслав Штыров. А сколько за это время подготовлено специалистов промышленной отрасли и насколько эти специальности стали популярны в университете? В прошлом году мы подводили итоги 60 лет университету. И, ну, например, подготовлено за эти годы 8 тысяч учителей, около 7,5 тысяч врачей, например, да, инженеров подготовлено около 6 тысяч, ну, по разным направлениям. То, что достигнуто за эти 8,5 лет, это прежде всего, значит, количество студентов, которые получают инженерно-технические специальности, увеличилось ровно в 2 раза. То есть, ну, было 19 в 2010 году, сегодня это уже 40% студентов получают инженерно-технические специальности. Но скажу, что и первый президент республики Михаил Ефимович Николаев, и Вячеслав Анатольевич Штыров, а сейчас и Егор Афанасьевич Борисов, да, они совершенно правильно обращали внимание на то, что та сфера, которая дает больше налогов, больше доходов для бюджета, она, конечно же, должна иметь кадры, которые здесь родились и выросли. Роль политического лидера всегда в истории была спорной. Есть люди, которые считают, что Штыров распродал все имущество республики, в частности, ставят ему в вину продажу акций компании «Якутуголь». Что бы вы ответили таким людям? Ну, я бы, наверное, им сказала, что они неправы, несправедливы. Есть такие виды деятельности, которые не обязательно, например, содержать за счет государственного бюджета. Штыров-то Вячеслав Анатольевич, так же, как и Егор Афанасьевич Борисов, сегодня отвечает за доходы бюджета республики. А бюджет, прежде всего, конечно же, направлен на то, чтобы решать те задачи, которые касаются социальных сфер. И я думаю, что приватизация, значит, Якутугля, она была, во-первых, планомерной, во-вторых, я думаю, что это очень даже такое правильное было дело сделано. Я-то вот как зампред правительства, как раз курирующий на тот момент бюджетные социальные направления, как образование, наука, здравоохранение, я помню, что после первой продажи акций Якутугля, это, по-моему, 25% плюс 1, те 11 миллиардов рублей, из них, значит,
в первую очередь средства были направлены на строительство школ. А так около 400 различных объектов было построено, в том числе, например, очень хороший учебно-лабораторный корпус и общежитие. Это горный геологический техникум в Хандыге, например, Тампонский район. Это училище, которое построено в Нижнем Бестяхе, например. Большое количество школ. И даже университету повезло. Это учебно-лабораторный корпус Мирнинского института, например, да, тоже частично финансировалось за счет этих средств. Поэтому есть такая притча, что вот скупой рыцарь умер от голода на куче золота. Да? Вы, может быть, слышали? Так вот, чтобы не превращаться в такие моменты. Я работаю членом экспертного совета при Совете Федерации как раз вот по вопросам развития Арктики. И мне, конечно, очень приятно, что мы вместе с моим коллегой, это коллега Елена Владимировна Кудряшова, ректор университета, который находится в Архангельске, Северо-Арктического федерального университета, мы с ней обе как раз работаем по направлению образования и наук. И иногда бывает так, что нам Совет Федерации дает различные такие поручения, которые касаются, скажем, научных исследований в Арктике. Это и медицина, это и, скажем, даже и транспорт, например. Но специалистов достаточно в университете, которые могут рассматривать те или иные направления. Даже законопроект, например, об арктической зоне Российской Федерации, например, или такие проекты, которые касаются, скажем, Северного морского пути и так далее. То есть, спасибо Вячеславу Анатольевичу, что он держит в тонусе нас. Мы постоянно, когда собираемся, и, имеется в виду квалифицированно, не просто чай попить, а чтобы решать какие-то профессиональные вопросы, конечно же, мы очень гордимся, что наш президент Вячеслав Анатольевич Штыров работает очень активно. Хотелось бы, конечно, чтобы он имел очень хорошее здоровье, чтобы у него всегда было прекрасное такое решительное настроение, и чтобы это было только во благо, я бы ему пожелала. Евгения Савельевна, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи.